Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Судный день. Аль-хисаб валь-джаза. Расчет и воздаяние. Сегодня открываем тему, о чем Аллах спросит своих рабов в судный день. Самые важные вопросы, которые будут задаваться в судный день, несомненно, это вопросы, касаемые самых важных вещей. То есть это то, ради чего все мы были сотворены. Это вопросы веры, имана и куфра, неверия. Это вопросы таухида, единобожия и многобожия. Это вопросы подчинения рабов Аллаху, Его посланникам, потому что это то, ради чего мы были созданы. Аллах Всевышний сказал: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. Поэтому человечество существует только ради поклонения. И все, что нас окружает, небеса, земли, планеты, галактики, это все Аллах создает условия нам, людям, чтобы мы поклонялись единому Аллаху. Поэтому самое важное в судный день, когда человек предстанет перед Господом, Аллах будет спрашивать именно об этом. Именно об этом. В кого мы веровали, кому мы поклонялись. Аллах обязательно спросит о тех божествах, которым люди поклонялись помимо Аллаха. Аллах обязательно спросит, почему человек проявил неверие, куфр по отношению к Создателю. Почему человек искал для себя божества помимо Аллаха, когда есть Аллах. Поэтому это будет самое великое из всего того, о чем будут спрошены рабы Аллаха в судный день. И их обязательно спросят о тех, кого они приравнивали к Аллаху и кому они поклонялись наряду с ним. Всевышний, как, например, сурату Шуара, поэты, 92-93 аяты, Всевышний говорит, им скажут, то есть у них спросят, где же те, кому вы поклонялись наряду с Аллахом? Где они? То есть, если вы поклонялись кто-то солнцу, кто-то, не знаю, луне, кто-то какому-то дереву, горе, каким-то личностям, которых они обожествляли, Аллах спросит, где они? Давайте. Пусть они вас спасут от адского пламени, пусть они простят вам ваши грехи, пусть они даруют вам рай. И вот так Аллах Тааля будет спрашивать у них о тех ложных божествах, которым они поклонялись. И Аллах говорит, помогут ли они вам и помогут ли они себе. Потому что эти ложные божества, они не то что своим поклоняющимся, они самим себе не смогут даже помочь. Поэтому те личности, которых обожествляли в истории человечества и будут обожествлять, они даже себе не смогут помочь. Поэтому Ленин Бабай никого в рай не введет и себя не сможет. Также Всевышний сказал, в тот день Он, Всевышний, воззовет к ним и скажет, где же мои сотоварищи? Сотоварищ это шарик, то есть кому поклонялись наравне с Аллахом, о существовании которых вы заявляли. Сура Аль-Касас, 62 аят. И обязательно у людей спросят об их поклонении не Аллаху, о принесении жертв божествам, то, что они курбан делали божествам, которым они поклонялись. Также их спросят о том, как они и почему они обвиняли во лжи посланников Аллаха, алейхимуссалям. Как, например, суратуль Касас, 65-66 аяты Всевышний говорит: «Ва яума юнадихим
И в тот день Аллах воззовет к ним. «Фаякулю мада аджабтумуль мурсалин». Аллах воззовет к ним, обратится к ним и скажет, что вы ответили моим посланникам. То есть вы уверовали в них, поверили в них, приняли послание, с которым они пришли к вам. Ни один пророк, он со своими словами не приходил. Свою какую-то политику, свою философию посланники не учили людей. Они доводили только то, что Аллах им давал в откровении. Поэтому Аллах спросит, как вы ответили моим посланникам? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. В тот день известия будут сокрыты от них, и они не смогут спрашивать друг друга. Вот поэтому мы живем ради поклонения, мы живем и несем вот это великое знамя религии, истины, поклонения, что мы все рабы Аллаха, Он нас сотворил, Он нас поселил на эту землю и подчинил нам все, что на небесах и на земле. Все оно служит нам, вот это все служит нам, не для того, чтобы мы просто там набивали себе животы, наслаждались этими земными удовольствиями. Нет. Аллах говорит, «Раббана ма халакта хада батиля». О Аллах, Ты не создал это все понапрасну. Аллах создал и дал, подчинил нам это все только для того, чтобы мы во главе всего, в центре всего, люди смогли поклоняться единому Аллаху. Поэтому все служит нам. Животные служат нам. Вы думаете, что животные, они бы служили нам, если бы Аллах не приказал им? Небеса, моря, океаны служат нам, насекомые служат нам, планеты служат нам. Только потому, что велика миссия, которую мы несем. Это поклонение единому Аллаху. Это поклонение единому Аллаху. Поэтому Аллах, конечно же, в первую очередь спросит об этом. Также Аллах спросит людей о том, что они совершали. Что они совершали, об их делах в земной жизни. Всевышний сказал, клянусь Твоим Господом, мы непременно спросим всех о том, что они совершали. Сура Аль-Хиджр, 92-93 аяты. Также суратуль А'раф. Всевышний говорит, мы непременно спросим тех, кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников. И Абу Барза аль-Аслами передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не сойдет раб Аллаха с места своего в судный день, вот когда Аллах выведет его из могилы, и человек предстанет перед Аллахом, и никто от него не может скрыться, так ведь Аллах всех найдет, мы об этом уже говорили, всех, кого похоронили, кого там в огне сожгли, кто-то в океане утонул, его рыбы сожрали, кого-то в кислоте, там еще где-то думали, что он все не найдут. Ну, следователи не нашли, может быть. Аллах найдет всех. Аллах всех оживит, Аллах всех выведет из земли, и все предстанут перед Аллахом. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не сойдет раб с этого места, пока его не спросят о его жизни, первое, о его жизни, на что он ее потратил. Каждый будет отвечать за свою жизнь. Что он сделал, для чего он прожил эту жизнь, как он потратил эту жизнь. В другом хадисе отдельно говорится про молодость, потому что молодость человека – это особый период жизни, когда он может дать больше, совершать больше. И поэтому это в другом еще хадисе. Поэтому пока не спросят его о жизни, на что он эту жизнь потратил. Второе, о его знании, что он сделал с ним. То, что мы с вами узнаем, из Корана, из книги Аллаха, из хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Во время хутбы, когда мы что-то слышим новое, что-то узнаем, Аллах обязательно спросит нас о знании, что мы делали с этим знанием.
Кто-то просто берет знания для того, чтобы просто знать. Какими бы достоинствами не обладало знание, мы должны понимать, что знание, оно никогда самой целью не было и не будет. Цель знания – это амаль. Мы должны притворить это знание в жизнь. Мы должны использовать это знание в жизни. Поэтому второе, его спросят о знании, что он сделал с ним. Третье, об имуществе, о богатстве его. То есть человек, который обладает имуществом, богатством, у него спросят об этом. И что именно, как он это приобрел, имущество, откуда, и на что он его потратил. То есть, как он приобрел? Разрешенным путем или запретным? Справедливым путем? Или же через зулем, через ущемление прав людей? У кого-то забрал, кого-то обманул, кого-то ограбил. Поэтому каждый обладатель богатства, когда предстанет перед Аллахом, он будет отвечать, как он приобрел это имущество. И второе, на что он потратил. На что он потратил. Потому что имущество Аллах дает для того, чтобы мы нашли свое счастье, построили свое счастье как в этой жизни, так и вечной жизни. И также Аллах спросит о теле его, то есть о здоровье, для чего он его использовал. То есть его здоровье, его руки, ноги, которые служили ему, глаза, зрение, слух. Как он использовал все это? Во благо или же на пути зла? Поэтому каждый будет отвечать. Есть другие аяты, где Всевышний конкретно указывает на то, что в судный день Аллах обязательно спросит про зрение, про слух, про наше здоровье. Поэтому Аллах Тааля, когда мы предстанем перед Ним, обязательно спросит об этом. Этот хадис в сборниках имама Тирмизи. Также Абдулла ибн Мас'уд передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не сдвинется раб Аллаха с места своего в судный день, пока не спросят его о 5 вещах. Первое, о жизни его, на что он потратил, о молодости его, вот как раз, как он провел ее, свою молодость, о богатстве его, откуда он приобрел его и на что расходовал, и о знании его, что он сделал с ним. Этот хадис передал имам ат-Тирмизи. Поэтому за каждую ни'му, за каждый дар, который Аллах дал рабу, который он получил от Аллаха, он обязательно спросит. И вот здесь, субханаллах, мудрость Аллаха, дорогие братья, об этом в дальнейшем, может быть, будут. Вот мудрость Аллаха такова, что когда мы предстанем перед Ним, Аллах сначала спросит у нас о Его делах, а потом только о наших. То есть, сначала Аллах спросит: я дал тебе жизнь? Ты скажешь да. А потом Он спросит: а как ты провел эту жизнь? То есть, отец, который поручил своему сыну какое-то важное дело, вскопать огород, он сначала дал ему инструмент, перчатки, лопату дал, создал все условия. А потом вечером позвал к себе сына и говорит: улым, я тебе дал все условия. Все, что тебе нужно было вскопать огород, было у тебя? Было. Ты вскопал огород. Потому что если бы он ему что-то не додал, то он бы мог сказать: так ты мне лопату не дал, а ты. Или еще что-то. Аллах мудрый. Аллах справедливый. Поэтому Он сначала спросит: я тебе дал жизнь? Дал. Как ты ее провел? Я тебе дал здоровье? Дал. Как ты использовал свое здоровье? Я тебе дал глаза? Дал. На что ты потратил свое зрение? Сколько книг почитал? Сколько сур почитал? Сколько аятов выучил? Я тебе дал столько-то имущества, столько-то, столько-то.
Аллах, Он все знает. Ангелы все по протоколу пишут. Поэтому и это дал, и это дал. Ничто не может человек отрицать. Дал. Как ты это все использовал? Я дал тебе столько имущества, от которого ты должен был закат платить. Дал. Тогда сколько ты закат выплатил? То есть Аллах сначала дает, потом спрашивает. И Аллах никогда не спросит у того, кому Он не дал имущество, которое попадало под закат, ты дал ли ты закат, платил ли ты закат. Аллах не будет спрашивать, потому что Аллах справедливый. Поэтому Аллах сначала дает, а потом спрашивает. И вот так, что касается всех наших деяний. Аллах спросит о своих. Я тебе это дал? Дал. Что ты сделал? Как ты благодарил меня? Как ты благодарил меня? Поэтому, даже что касается имущества, когда Всевышний дает каждому имущество, Аллах будет спрашивать, откуда человек это приобрел и на что это потратил. Поэтому даже основываясь на эти хадисы, ученые говорят, что в судный день нищие мусульмане, они даже пораньше войдут в рай, потому что им не надо будет отвечать, потому что у них не было этого имущества. А богатые, они будут еще отвечать за то, как они приобрели и на что они потратили. Но продолжим, иншаллах. Следующая тема – это наслаждение в этом мире, как Всевышний будет спрашивать у нас о наслаждениях. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.